Слово предоставляется постоянному представителю Джохор Кенеша в Конституционном суде Сырану Самату Хуштубекович. Саламатсыздар, урматтуу Конституциялык судьялары, урматтуу жактар. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики рассмотрев в рамках соединенного производства ходатайств Нурмата Мирлана Анарбековича, Касыма Нуршата Хайруллаевича, представляющий интересы Зайнабидинова Закиржона Турдимахаматовича, Курманбекова Эрбола Курманбековича, Мацакова Самата Аскаровича и Алмазбекова Тилека Алмазбековича о проверке конституционности части 1 и 2 статьи 455 Уголовного процессуального кодекса Республики сообщает следующее. В соответствии со статьей 58 Конституции Кыргызской Республики, каждый осужденный имеет право на рассмотрение его дела вышестоящим судом в соответствии с законом. Уголовное судопроизводство на территории Кыргызской Республики осуществляется в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики. В соответствии с данным положением Конституции в Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики предусмотрены следующие формы пересмотра решений. Суда второй инстанции в апелляционном порядке, суда кассационной инстанции и возобновление дел по новым или вновь открывшим обстоятельствам. Порядок возобновления дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам урегулирован в главе 53 УПК Кыргызской Республики. Возобновление дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам – это одна из исключительных стадий уголовного процесса с особым процессуальным порядком выявления и устранения допущенных при рассмотрении уголовного дела судебных ошибок, связанных с тем, что при разрешении дела по существу суду не были известны обстоятельства, которые могли повлиять на его выводы, либо они появились после разрешения дела. Институт возобновления дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам основан в соответствии с международным пактом гражданских и политических правах, согласно которым пересмотр окончательного решения судов должен иметь место, если какое-либо новое или вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки. Выступившие в законную силу переговор, определение, постановления суда могут быть отменены и производство по делу возобновлено по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Также указано в статье определены основания возобновления производства по делу. Пунктом 1 части 1 статьи 455 Уголовного процессуального кодекса Республики установлено, что суд, рассмотрев ходатайство о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам, вносит решение об удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Предусмотрен только пунктом 4 части 3 статьи 451 и передача дела прокурору для организации судебного производства, тем самым ограничивая право каждого на пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 3 части 3 статьи 451 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики. Однако, согласно положению части 1 статьи 455 УПК, данное обстоятельство не предусмотрено в качестве основания для удовлетворения судом ходатайства о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам, что приводит к ограничению прав каждого на пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 2022 года на рассмотрение Джохор Кенеша Кыргызской Республики поступил проект закона Кыргызской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики. Данная поправка вызвана в целях совершенствования института возобновления дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, а также ввиду того, что действующим УПК институт возобновления дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам не охватывает порядок возбуждения производства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. В этой связи Джохор Кенеш Кыргызской Республики ходатайствовал Конституционный суд Кыргызской Республики о приостановлении производства обращения Мацакова Самата Аскаровича Алмазбека Тилека Алмазбековича о проверке конституционности части 1 статьи 455 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики. В соответствии с распоряжением президента Кыргызской Республики от 14 ноября 2022 года образована межведомственная рабочая группа по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также законодательства в сфере деятельности органов прокуратуры Кыргызской Республики. В связи с чем Верховный суд Кыргызской Республики отозвал вышеуказанные законопроекты. Второй. В своем ходатайстве Нурматов отмечает, что пункт 2 части 1 статьи 455 УПК является основанием для рассмотрения дела по новым обстоятельствам. Однако статья 455 УПК Кыргызской Республики определяет виды решений, принимаемых судей в отношении ходатайств
о возобновлении дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Относительно доводов о противоречии пункта 2 части 1 статьи 455 УПК нормам статьи 456 этого же кодекса отмечаем об их необоснованности, так как институт пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам предусматривает два отдельных судебных решения, а именно суд не может отменить оправдательный либо обвинительный переговор, основываясь лишь на ходатайстве одной из сторон за исключением требований части 5 статьи 451 УПК. То есть, если по обстоятельствам имеется отдельный выступающий в законную силу решение суда, в связи с чем законодательно была предусмотрена, что в случае удовлетворения ходатайства о возобновлении дела по вновь открытым обстоятельствам суд направляет дело прокурору без отмены судебного решения для проверки указанных обстоятельств. После на основании ходатайства прокурора суд может отменить переговор определения постановления суда и возобновить досудебное или судебное производство, как отмечено в статье 456 Уголовного процессуального кодекса Республики. В связи с чем отмечаем, что обращения подкреплены лишь доводами, связанными с правоприменительной практикой, и нуждается исследование фактического обстоятельства дела, что осуществляется органом прокуратуры и судами общей юрисдикции в установленном законном порядке. На основании изложенного считаем, что оспариваемый пункт 2 часть 1 статьи 455 Уголовного процессуального кодекса Республики не является противоречащим соответствующей статье Конституции Республики. Также считаем, что целесообразно рекомендовать соответствующим государственным органам в целях совершения института возобновления дела по новым или вновь открытым обстоятельствам, а также ввиду того, что действующим Уголовным процессуальным кодексом Республики институт возобновления дела по новым или вновь открытым обстоятельствам не охватывает порядок возбуждения производства по новым или вновь открытым обстоятельствам. Также хочу отметить, что недавно поступила на производство Конституционного суду запрос от Первомайского районного судья Таджибаевой. Да? Также они по вновь открытым обстоятельствам в отношении Калмуратова, Джамгурчиева, они судебные акты были отменены, а уголовное дело было направлено в Первомайский районный суд. Мы думаем, что Верховный суд может двойные стандарты, мы не знаем. Понятно.